Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, что делали трое молодых людей поздним вечером в лесу на машине. Вот данное число, которое направляет на экспертизу. И почему они не рады были автоинспекторам? Дорожный конфликт со стрельбой. Водитель «Шкоды» прямо на ходу выстрелил в голову оппонента. А также сгорел полностью. Семья из 5 человек осталась без крыши над головой в результате пожара. Это и не только. Прямо сейчас. Выезжающие поздним вечером из леса «Жигули» 7-й модели привлекли внимание автоинспекторов на улице Ютазинская в Казани. Сотрудники ГИБДД предположили, что заехать автомобиль случайно туда не мог. В салоне находились трое молодых людей, один из которых сильно занервничал при виде людей в форме. Нафиса Минязова знает почему. Вы употребляете наркотики? Нет. Задержанный пассажир «Жигулей» 7-й модели неустанно повторял, ничем криминальным в жизни никогда не занимался и чист перед законом, как белый лист. Но вот что за порошкообразное вещество нашли полицейские в его карманах, рассказать так и не смог. Вот данное число, которое направляет на экспертизу. Полицейским мужчина рассказал, что то, что у него изъяли, он просто нашел. Однако стражи порядка уверены, что сюда, к лесу, обычно приезжают за закладками, а значит целенаправленно за очередной порцией запрещенных веществ. Полицейские также досмотрели и сам автомобиль. В нем помимо водителя и задержанного пассажира был еще один молодой человек, который уверял, что не знал, для чего его товарищи заезжали в лес. Как вообще вместе в одной машине оказались? С работы меня забрали просто. То есть он вам вообще не знаком? Ну, знаком, но нехорошо просто. Когда речь зашла о медицинском освидетельствовании, молодые люди признали, что хоть и кристально чисты перед законом, но опыт употребления запрещенных веществ все же есть. Употребление наркотических веществ, полиции. Зачем я употреблял это? Все трое были отправлены проходить медосвидетельствование на наличие в крови запрещенных веществ. Если результаты окажутся положительными, они вполне могут быть поставлены на учет в специализированном диспансере и находиться под наблюдением врачей. Экспертам же предстоит выяснить, что за вещество находилось в свертке, найденном у пассажира «Жигулей». От заключения экспертизы будет зависеть и решение о возбуждении уголовного дела. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Дорожный конфликт в Казани закончился стрельбой. Инцидент произошел в районе 7 часов утра на пересечении улиц Тецевская и Челюскина. Между водителями «Шевроле Лачетти» и «Шкода Октавия» вспыхнула ссора. Долго не думая, водитель последний, поравнявшись со второй иномаркой, выстрелил в голову автомобилиста. После этого он скрылся в направлении улицы Копылова. Сейчас полицейские ведут поиски стрелка. Пострадавший водитель «Шевроле» обратился в больницу. После оказания помощи его отпустили домой. Мужчина попал под колеса Toyota Avensis на проспекте Ямашева. Травмы получил несерьезные, а вот водитель был сильно огорчен, поскольку такая ситуация на том же самом месте происходит у него уже не впервые. Подробнее Айгуль Бадрудинова. Выезжал со двора, сбил пешехода. Мужчина, рассказывает водитель, перебегал дорогу совершенно не смотря по сторонам и выбежал перед машиной совершенно неожиданно. Как результат, в следующую секунду Toyota Avensis сбила пешехода. Водитель сразу вызвал на место экстренные службы и стал оказывать первую помощь. Да, он в сознании, у него в принципе все хорошо, но его в любом случае сейчас повезут в 7-ю, у него ушиб мягких тканей. Мужчину госпитализировали. Тем временем водитель вспомнил, что сталкивается с такой ситуацией уже не впервые. На этой же машине, в этом же месте, года 2 назад. Вот место вот такое вот. Ночь, бегут. Тогда дорогу перебегал сильно нетрезвый мужчина. Он также отделался ушибами. Я ходил на 3 разбора в ГИБДД. На 3 разбора он не явился. То есть, я от своей ответственности не отказываюсь ни в коем случае. Понесет ли ответственность водитель иномарки в этот раз, будет зависеть от наличия к нему претензий у пешехода и тяжести полученных им травм. Айгуль Бадрудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112». А на перекрестке улиц Беломорская и Гудованцева не смогли разъехаться Kia Rio и BMW. У обоих автомобилей сработали подушки безопасности, и они спасли водителя от серьезных травм. Самый главный вопрос, который возник у участников: кто на какой сигнал светофора ехал. Подробности в репортаже Сергея Хайдарова. Буквально за доли секунды они ударили, считай, мою машину. Я пристегнутый был, оказался на соседнем сиденье. У обоих автомобилей в результате удара сработали подушки безопасности, поэтому водители отделались лишь испугом. Мужчина, управлявший Kia Rio, уверен в своей правоте. Он рассказал, что ехал по улице Беломорской и стал поворачивать налево на Гудованцева. В этот момент его протаранила немецкая иномарка.
Они уже пролетели, то есть на красный сигнал светофора в любом случае. Однако второй участник уверен, что прав тут именно он. Но мы ехали на моргающий зеленый, и вот машина выехала, то есть он ехал по этой стороне, мы ехали в этом направлении. Он в любом случае нам должен был уступать, но он нам не уступил, и произошло ДТП. Картину произошедшего сейчас предстоит выяснить автоинспекторам. Вероятнее всего, в этом им помогут камеры, установленные на ближайших домах, если, конечно, их объективы захватывают данный участок дороги. Сергей Хайдаров, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. «Лада» 14-й модели и «Тойота Авенсис» столкнулись утром на улице Мира. Как рассказала женщина, управлявшая иномаркой, она ехала на небольшой скорости в плотном потоке машин, после чего в заднюю часть ее автомобиля въехал отечественный автомобиль. Впрочем, второй участник аварии свою вину не признал. Оба водителя остались дожидаться на месте сотрудников госавтоинспекции. Пожар ночью вспыхнул на территории храма Казанской иконы Божией Матери в Зеленодольске. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что горит часть деревянной недействующей часовни. Угрозы распространения огня на соседние постройки не было. Пожарным потребовалось около часа, чтобы полностью справиться с огнем. Пострадавших нет. По одной из версий, причиной возгорания стал поджог. Незадолго до пожара в храм вошла неизвестная женщина. Пробыв на территории около 20 минут, она вышла из храма. Вскоре после этого и началось возгорание. Нежилой дом загорелся этим утром на улице Побежимова. В здании уже давно никто не живет, однако внутри ведутся строительные работы. По рассказам строителей, причиной пожара стал электрический обогреватель, который находится в комнате охранника. Все подробности у Айрата Назипова. На момент приезда пожарных групп в здании уже никого не было. В доме, построенном в 40-х годах, уже давно никто не живет. В последние месяцы здесь производились строительные работы. Оно не эксплуатируется уже, его готовят к восстановлению. Там стены все перекрытия, полы убирают. Второй этаж сгорел, да, или как? Нет, там помещение, где охранник сидит. Оттуда пошло, да, сгорание? Ну да, там в углу распределитель. В светлое время суток в здании работают строители. Ночью же без присмотра дом также не остается. За ним следит охранник. Холодные помещения приходится отапливать чуть ли не круглосуточно. Я в 8 часов смену сдал рабочим и ушел домой. Мне домой сейчас недавно позвонили, пожар. Что за пожар? Проводка загорелась. Я не выдержал и бежал сюда. Потому что электрический обогреватель, включенный постоянно, не отапливается же. Мне ночью здесь замерзнешь, задубеешь. Сразу по прибытии спасатели организовали эвакуацию соседнего здания. Однако вскоре все люди вернулись внутрь. Опасности для них не было. Пострадавших нет. Огнеборцы полностью справились с огнем после того, как частично сняли кровлю дома. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Помощь пожарных потребовалась и на улице Ягодная, где этим утром вспыхнул жилой дом. В огне, к счастью, никто не пострадал. В момент возгорания хозяев в жилище не было. Они вернулись, когда дом уже полыхал по всей площади. Что стало причиной возгорания, попытался выяснить Рамиль Шайдуллин. Никого дома нет. То есть вы пришли, уже полыхает, да? Я уже приехал пожар, из Нарха приехал домой первый. В частном доме живет семья из 5 человек, 3 взрослых и 2 ребенка. В момент возгорания никого в доме не было. Начало пожара никто не заметил. Первыми о пожаре узнали соседи, которые и вызвали огнеборцев. К их приезду огонь распространился чуть ли не по всему дому. Соседи говорят, что семья живет в этом месте около 30 лет. Предположительная причина пожара пока одна. У них счетчик загорелся, да? Вот так говорят. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Пострадавших нет. Где теперь будет жить семья? Вопрос открытый. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.